Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем с вами очередное заседание учителей физической культуры. Сегодня у нас с вами будет обсуждаться следующие вопросы. Современное проектирование урока физической культуры и его структура. Типология урока физической культуры в условиях реализации федерального государственного стандарта. Методические рекомендации. Ну и ответим на ваши вопросы, которые вас интересуют. Приоритетные направления физического развития в школе в соответствии с законом образования здоровье школьников относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения впервые определил такую составляющую, как здоровье школьников, в качестве одного из важнейших результатов образования. Физическая культура рассматривается как важнейшая часть государственной программы оздоровления населения, укрепления здоровья, формирования привычек здорового образа жизни у школьников. В основе федерально-государственного стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества. Отсюда приоритетными направлениями школы становится формирование идеологии здорового образа жизни всех участников образовательного процесса, создание условий, необходимых для успешного выполнения здоровьесберегающей деятельности с учетом новых запросов и потребностей государства и общества в целом. На наш взгляд, существенный вклад в данном направлении может внести внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся, преподавателей, родителей, сотрудников школы. На наш взгляд, что третий час физкультуры дает такую возможность расширить методы, способы приобретения новых знаний учащимися именно в этой области. Также мы активно работаем, осуществляя проект, всероссийский проект «Самбо в школу». Третий час также можно расширить знаниями в этой области. Урок физической культуры является ведущей формой организации учебной работы в школе. Что такое современный урок? Это урок, который актуальный на сегодняшний день, соответствующий времени и приоритетным направлениям развития общества. Современный урок, отвечающий требованиям федерального государственного образовательного стандарта, это урок, на котором осуществляется индивидуальный подход к каждому ученику. Урок, содержащий разные виды деятельности. Также урок, на котором ученику должно быть комфортно. Урок, на котором деятельность должна стимулировать развитие познавательной активности ученика. Современный урок – урок, развивающий у детей даже креативное мышление. Урок, воспитывающий думающего ученика или интеллектуала. Урок предполагает сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу радости и увлеченности. Теперь, чтобы нам с вами продолжить разговор о современных уроках, мы должны раскрыть типы уроков. Для более качественного освоения предметного содержания рекомендуется подразделять уроки на 3 типа. Это уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-предметной направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. Мы с вами знаем, что самый распространенный тип уроков – это комбинированный. А теперь немножечко остановимся на уроках с образовательно-познавательной направленностью, которые характеризуются следующими особенностями. Первая особенность – это небольшая продолжительность подготовительной части урока, в которую можно включить как ранее изученные тематические комплексы упражнений, так и упражнения общеразвивающего характера. Следующая особенность – это необходимость выделять в основной части урока образовательный и двигательный компонент. Образовательный компонент включает в себя теоретические знания и способы физкультурной деятельности. В двигательный компонент входит
входит обучение двигательным действиям и развитие физических качеств. Также отличается образовательно-познавательные уроки следующие: зависимостью, продолжительностью, заключительной части урока от суммарной величины физической нагрузки, выполненной школьниками в основной части. Уроки с образовательно-предметной направленностью. На этих уроках учащиеся осваивают новые учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения. Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких педагогических задач. Отличительные особенности и планирование этих уроков. Планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного навыка. Этап начального обучения, этап углубленного разучивания и закрепления и этап совершенствования. Следующая отличительная особенность – это планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика нагрузки с закономерностями постепенного нарастания утомления, возникающего в процессе их выполнения. И третья особенность – это планирование развития физических качеств осуществляется после решения задачи обучения в определенной последовательности – гибкости, координации, быстроты. Второе – это сила. И третье – выносливость. Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся как целевые уроки и планируются на основе принципов спортивной тренировки. Отличительными особенностями этих уроков являются первое – обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей основной части урока. Использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего и тренирующего режима. Обеспечение индивидуального подбора учебных заданий, которые выполняются учащимися самостоятельно на основе контроля частоты сердечных сокращений и индивидуального самочувствия. Более продолжительная по сравнению с другими типами уроков культуры в этих уроках заключительная часть. А теперь мы с вами немножечко рассмотрим изменения, связанные с проведением урока современного типа. Мы все с вами знаем, что к уроку предъявляются определенные требования. Сейчас мы рассмотрим в разрезе традиционный урок и современный урок, то есть урок, соответствующий требованиям федерального государственного стандарта. В традиционном уроке сообщение целей и задач деятельность учителя формулирует и сообщает учащимся, чему должны они научиться в течение данного урока. В современном же уроке сообщение целей и задачи происходит следующим образом. Формулируют сами учащиеся, определив границы знания и незнания. Учитель подводит учащихся к осознанию целей и задач. Планирование. В традиционном уроке учитель сообщает учащимся, какую работу они должны выполнить, чтобы достичь цели. В современном же уроке планирование учащимися способов достижения намеченной цели. Учитель помогает и советует. То есть здесь уже учащиеся сами планируют способы достижения намеченной цели. Практическая деятельность учащихся в традиционном уроке происходит под руководством учителя. Учащиеся выполняют ряд практических задач. Чаще применяется здесь фронтальный метод обучения. В современном же уроке учащиеся осуществляют учебные действия по намеченному плану. Применяется чаще групповой и индивидуальные методы. Учитель здесь консультирует. Как же происходит осуществление контроля на наших уроках физической культуры? В традиционном уроке учитель осуществляет контроль за выполнением учащимся практической работы. В современном же уроке учащиеся осуществляют контроль, учитель только консультирует. Коррекция, которую проводит у нас учитель в традиционном
уроки происходят в ходе выполнения и по итогам выполненной работы учащимися осуществляют коррекцию. В современном же уроке учащиеся формулируют затруднения и осуществляют коррекцию самостоятельно. Учитель консультирует, советует, помогает. Оценивание учащихся на уроках. Мы не можем без оценивания проводить наши уроки, поэтому в традиционном уроке учитель осуществляет оценивание работы учащихся в ходе урока. В современном же уроке учащиеся дают оценку деятельности по результатам деятельности, производят самооценку, оценивают результаты деятельности своих товарищей. Учитель здесь тоже только консультирует. Как подводим итог урока? В традиционном уроке учитель выясняет у учащихся, что они запомнили, что у них получилось или что нет. В современном же уроке проводится рефлексия. Домашнее задание, как и в любой предметной области, на уроках физической культуры обязательно присутствует домашнее задание. Традиционный урок учитель объявляет и комментирует домашнее задание. Чаще оно дается одно для всех обучающихся. В современном уроке учащиеся могут выбрать задание из предложенных учителем с учетом индивидуальных особенностей. Как мы уже с вами говорили, что современный урок – это урок, значит, актуальный на сегодняшний день, соответствующий приоритетным направлениям развития общества. Можно к таким урокам отвести на сегодняшний день введенные в наших школах уроки ГТО, потому что сегодня это актуально. И большинство образовательных организаций внесли коррективы в рабочие программы по физической культуре, включив в 3-й час физкультуры блок уроки ГТО. Мы считаем, что это очень эффективные уроки. И что же эти уроки ГТО в школе дают? Актуальность данных уроков состоит в том, чтобы привлечь наибольшее количество обучающихся школы к участию в выполнении норм ГТО, а также положительно мотивировать к увеличению двигательной активности через желание улучшить свои результаты при сдаче норм ГТО путем поступления в различные спортивные секции и кружки, в том числе через деятельность спортивного клуба, работающего при общеобразовательной организации или школе. Урок ГТО в школе дает возможность оценки того, как работает ВГОС, приобретение подрастающим поколением основных знаний и умений в вопросах физической подготовки. Урок ГТО повышает уровень познавательной активности и развивает стойкий познавательный интерес. Активные формы и методы, которые используют наши педагоги на уроке ГТО, это проблемные диспуты и беседы. На все зачем и почему не сразу и ответишь, поэтому предлагаем всем обдумать этот вопрос, а на следующем уроке его обсуждаем. Каждый из детей может высказать свое мнение. Урок собеседования – это теоретический урок, на котором происходит защита сообщений или индивидуальных домашних заданий по вопросам из комплекса ГТО. Урок консультация. На этом уроке в основном учитель отвечает на вопросы учащихся по самоподготовке, по выполнению каких-либо упражнений или комплексов. Вместе с учеником подбираются подводящие упражнения по общей специальной физической подготовке. Активные формы, которые мы еще используем на уроках ГТО, это урок-проект. Позволяет совершенствовать навыки самостоятельной работы учащихся, приобретают опыт организации самостоятельных знаний физической культуры. Урок-экскурсия. Такие уроки позволяют заинтересовать учащихся активной деятельностью. Урок соревнования. Без этого никак. Способствует развитию физических качеств, развитию познавательного интереса, повышает степень эмоционального воздействия, стимулирует на активность учащихся на уроке. Урок-встреча. На таком уроке происходят встречи с руководителями региональных центров тестирования ГТО, послами ГТО, участниками, успешно прошедшими тестирование, мы их называем золотыми значкистами,
где ребята могут задать вопросы и узнать новую информацию, что очень стимулирует их в дальнейшем на выполнение норм ГТО. Все эти уроки объединяют общие признаки: тесное взаимодействие учителя и ученика, высокая степень организации мыслительной деятельности, сочетание коллективных форм работы с индивидуальными, повышение степени эмоционального воздействия на учащихся, максимально познавательная самостоятельность, стимулирование индивидуального обучения, что способствует реализации дифференцированного подхода, повышение эффективности процесса обучения, что в конечном итоге повышает качество знаний учащихся в предметной области физическая культура и в модуле уроки ГТО. Повышает сознательный интерес к занятиям физической культуры, способствует к самостоятельной поисковой деятельности на уроке. Совместные проекты по ГТО являются как факторами повышения качества образования в предметной области физической культуры. В проекте участвуют как дети, родители и педагоги образовательной организации. Идеи проекта могут выйти через увлечение и профессиональную деятельность родителей, через осуществляется открытое управление образовательным процессом, вдохновляет учащихся на поиск новых знаний и умений. Цель проектов – это организация комплекса мер по созданию у школьников и их родителей условий и стимулов, способствующих осознанному ведению здорового образа жизни, регулярными занятиями физической культурой и спортом, через организацию сотрудничества родителей и детей посредством проектов «Папин мастер-класс», «Мир моих увлечений». Я знаю, что во многих школах уже эти проекты прошли и имеются положительные отзывы. Откуда же брались эти проекты? Родители предлагали сами. Также за рамками учебника. То есть проект как продолжение урока. Также проекты берутся на опору профессиональной деятельности родителей, педагога и увлечения родителей. Приступая к работе, многие родители понимали и педагоги понимали мудрость древних. Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь. Я не буду вам рассказывать о всех проектах, которые проходят в школах. Вы можете обратиться на сайт «Открытое образование Республики Коми», сообщество учителей физической культуры, и данную информацию вы можете увидеть по реализации мини-проектов, которые проходили в наших городских школах. В заключение хотелось бы сказать, что уроки ГТО в школе позволяют, первое, увеличить количество учащихся, приступивших к сдаче норм ГТО. Это можно сделать вывод по данным мониторинговых исследований за предыдущий год. Уроки ГТО позволяют в школе сделать стопроцентный охват учащихся спортивно-массовой работой, увеличение количества детей, занимающихся в спортивных кружках и секциях, в том числе через деятельность школьных спортивных клубов, привлечение и активное участие по внедрению комплекса ГТО педагогов, родителей, учреждений физической культуры и спорта. Также уроки ГТО в школе позволяют использовать инновационные технологии, пробуждают мотивацию учащихся познавательной деятельности, особенно по проектированию, и расширяют связи между школами и учреждениями социума, призванными заниматься вопросами физического воспитания подрастающего поколения. Ряд образовательных организаций ведут сотрудничество в этом направлении и предоставляются спортивные объекты города Сыктывкара, где дети могут отработать такие виды, которые в школе не можем мы представить из-за своего материально-технического оснащения. Наши дети пользуются спортивными объектами Северной Олимпии, там могут отработать стрельбу из пневматического оружия.
мы пользуемся стадионом, бассейном. Все эти виды ребята успешно сдают при сдаче норм ГТО. Итак, ГТО, на наш взгляд, в школе быть, так как при сопоставлении задач и целей комплекса ГТО с целями и задачами предмета физической культуры становится очевидно их сходство. Поэтому уроки ГТО в рамках 3-го часа физкультуры актуальны как никогда. Надеюсь, наше обучение, сегодняшняя информация, с которой мы с вами поделились, вам поможет планировать и внести изменения в ваши учебные программы. В Сыктывкаре активно реализуется программа по всероссийскому проекту «Самбо в школу». Так, в 12-й школе у нас прошли несколько открытых уроков, семинары, где педагоги в данном направлении показали, что можно развивать, какие физические качества благодаря данной программе. Намечен план по реализации данной программы. То есть все эти приоритетные направления необходимо обязательно включать в программы по физической культуре, что расширит кругозор и детей, и педагогов. Появится у нас новое веяние. Желаем вам удачи в реализации данных программ. Если у вас есть вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Коллеги, у вас есть вопросы? У наших коллег нет вопросов. Тогда я немножечко вам сейчас еще раскрою вопрос следующего характера. Методические рекомендации по организации урока физической культуры в рамках системно-деятельностного подхода. Многие мы, педагоги, применяют уже системно-деятельностный подход. Это федерально-государственный стандарт это предполагает. Значит, обучение должно быть при системно-деятельностном подходе организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. Так как основной формой организации обучения является урок, то необходимо знать принципы построения урока. Примерную типологию уроков и критерии оценивания уроков в рамках системно-деятельностного подхода. Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а добывает их сам, о том, чем мы говорили уже с вами об этом, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному, успешному формированию в совершенствовании его общекультурных и деятельностных способностей, общих учебных знаний и умений. Второй принцип – это принцип непрерывности, означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных, психологических возможностей, особенностей и развития детей. Принцип целостности предполагает формирование учащимися обобщенного системного представления о мире, здоровом образе жизни, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждого науки в системе наук. Четвертый принцип – это принцип мини-максах, заключается в следующем. Школа должна предложить ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне, определенном зоной ближайшего развития возрастной группы и обеспечить при этом его усвоение на уровне социального безопасного минимума государственного стандарта знаний. Принцип психологической комфортности – это пятый принцип. Он предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики, сотрудничества, развития деловых форм общения. Шестой принцип – принцип вариативности, предполагает формирование учащимися способностей в систему перебора вариантов и адекватному принятию решений в ситуации выбора. И принцип творчества означает максимальную ориентацию
на творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимися собственного опыта творческой деятельности, несмотря на то, что у нас предмет физическая культура. Вот что бы я хотела вам рассказать по организации урока физической культуры в рамках системно-деятельностного подхода. И еще раз обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Нет вопросов. Ну, что нам сделать? Ничего нет. Ничего нету, да? Ну, значит, мы отключаемся. Угу.